Солить, перчить, дрочить. Итак, прямое включение. Софья Зизовна тут капризничает. Да, во все. Юлия Андреевна что-то пишет. Так, ладно, ближе к теме, как бы вы поняли по названию ролика, мы сегодня будем готовить с вами туркменский плов. Вот у нас тут морковка, говядина, рис, ну, казана нету, в таком месте будем, ну, такой кастрюле будем. Саня, не хочешь, да? Снимай. Съем. Ну что, сейчас мы будем готовить. Короче говоря, все в таком плане. Почистил 1 лук, килограмм риса, вот такой вот. Ну и тут говядина, сейчас я ее помою, распакую и все покажу. Тут вот моя помощница Соня. Вот такой вот кусок у нас говядины. Ну, я думаю, весь я его не буду израсходовать. Вот так вот где-то. Эту часть, нет, больше, да? Посмотрим, может просто кость остальные в плов. Нормально. Да. Так, ну что, первым делом рассказываю. Первым делом самолеты. Ладно, самолеты. Первым делом заливаем вот так вот масло. У меня это типа подсолнечное с добавлением оливкового. Типа, если что, мне за это никто рекламу не платил. Я наливаю вот в таком количестве. Хватит, говоришь? Мне Соня говорит, хватит масла, хватит, много не наливай. Вот в таком количестве масла. Я не знаю, вам видно, не видно? О, нормально. Так, буду готовить на электроплите. Она говорит, меня тоже снимайте. На камеру не поворачивай, сразу улыбается. Дует, смотрите, вот так вот. Мы себя снимаем. Ах ты какая хитрюшка. Ладушки, где были у бабушки. Ну ладно, она должна была хлопать в ладоши, но не хлопать. Хлопаешь. Да? Короче говоря, моя маленькая помощница устала или уснула. Я буду готовить один таким вот образом. Нарезаем лук. Ну, сейчас еще вот так вот мельче. Вот так вот нарезаем лук. Если что, это рецепт туркменского плова. Дальше переходим к мясу. Солить, перчить, дрочить. Вот приправа для мяса какая-то. Кавказская соль. Это добавляем. Щипы крупа. Соль. Ложечка чайная. Ну, по вкусу, короче. Теперь самое главное. Морковку как надо делать? Ну, типа резать, как ее. Многие там, не знаю, по-другому какому-то. Вот так. Столько у меня получилось моркови. Пока морковь я нарезал, я убрал в сторону.
Немного, скажем, такой вот поджаристый получился лучок. Так, морковь. Сейчас эта морковь сюда пойдет. Вот так вот прямо. Сколько посуды тут? Не обращайте внимания. Сейчас эту всю посудомоечную машину загрузим, и все нормально будет. Ставлю воду. Есть она тут? И тут нету. Жесть. Пока вода сцеживает, фильтруется. Вот тоже базар, фильтруйте комментарии, хорошо? Так, эту морковку убираем. Да, рис насыпаем. Сюда воды наливаем, чтобы помыться. И в этой же воде оставляем. Так. Больше это не понадобится. Чистим. Оп. Что у нас тут? Варится. Запах через камеру чувствуете? Очень вкусно пахнет. Очень. Нереально. Нереально. Рис. Ждем чуть-чуть. Настоится. Питается. Вода вот так у меня закипает. Представляете, какой красивый чай. Это ринзер, я не знал. Так, вода закипает. Оставим рукается. Открываем. Подгорать уже начал. Буквально подождали минут, наверное, 10. Вот такой вот прекрасный вид имеет. Вот наш рис. Сейчас дождемся, вода закипит, и мы нальем сюда насыпем риса и сверху зальем водой. И самое главное, когда насыплю рис, сейчас покажу его. Вообще не профессионально снял, вообще просто снимаю, просто реально. Вода закипает, а мы к этому времени рис. Равномерно во все места. Самое главное, рис немного подержать на горячем, на полном ходу плиты, чтобы он быстро воды всех впитал, а после он должен уже париться. Вот. А когда будет париться, так вот воду наливаем. Короче, маленький лайфхак рассказываю. Я не знаю, у вас работает или нет, но у меня он всегда срабатывает. Но не всегда, 9 из 10 он срабатывает. Короче, когда заливаете воду сверху риса, нужно, чтобы ваша фаланга пальца утонула в этой воде. И тогда, получается, воды вы нальете прям нужное количество. В данном случае вот фаланга пальца, вот моя фаланга первый палец, она тонет, и все. Я не буду сейчас сюда немного тут, немного скорость повышаю тут, все это закрываю крышкой и жду, когда уже воды не будет сверху, будет уже рис, чтобы сверху риса положить, как он называется, пакет. Обычный целлофановый пакет. Покажу. Вот как он.
пакетик. Они мне тут вот так вот вылезли, если что. Нет. Вот и все. Вот. И когда он уже воду впитает, я просто его накрою целлофаном пакетом. И все на этом. Короче, видим вот такую вот картину. Уже немного он впитал в себя. Берем, уменьшаем, во-первых. Вот так вот. Уменьшаем. Ждем еще. Потом пакетик обязательно. Медленно огонь сделали. Вот так вот накрываем пакетиком. Горячий. Ну и сверху крышкой. Все. Теперь ждем ориентировочно минут 30-40. Вуаля. Скажу так, я не знаю, вот зацените. Как получился результат? Блин, честно сказать, мне не очень понравилось. Бы немного воды много добавил. Чуть-чуть много добавил. Чуть меньше много добавил. Вы что скажете в комментариях, спуститесь? Резко. Или нормально? Короче, пока готовилась, моя принцесса проснулась. Вот такой вот плов получился. Салатик тебе налил. Кола. Ну что скажешь, вообще нормально? Нормально получилось?